Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амши-Укшара. Сегодня в программе правительство утвердило ряд новых положений министерств. Репортаж заседания Кабинета министров. ДЦП. Новейший подход к диагностике и лечению. Конференция в Сухуме. Под председательством президента Рауля Хаджимба прошло заседание Совета Безопасности, посвященное обеспечению необходимых мер по проведению назначенного на 10 июля референдума. Президент обратил внимание постоянных членов Совета Безопасности на необходимость создания условий для проведения голосования в спокойной общественно-политической обстановке и исключительно в рамках действующего законодательства. Члены Совета Безопасности заслушали информацию министра внутренних дел Леонида Дзапшба о ходе выполнения поручения президента об обмене паспортов гражданина Республики Абхазия, срок действия которых истек. Глава государства отметил, что необходимо обеспечить всех граждан, которые изъявят желание принять участие в референдуме, действительными документами. Рауль Хаджимба выразил уверенность в том, что принятое накануне Народным собранием решение о введении института наблюдателей позволит повысить доверие граждан к референдуму. Нужны маркираторы будут. Нужны соответствующие правила игры, которые, как говорится, должны быть соблюдены. И на сегодняшний день то, что парламент принял решение по наблюдателям, я думаю, тоже снимет многие вопросы. Но противодействовать кому-либо не советую. Народ сам определится, кто с кем и зачем. Нужны ли нам вот эти в дальнейшем процессы осложнения общественной обстановки. Поэтому вот ту задачу, которую мы ставим сегодня перед вами, то, что я говорил и СГБ, МВД, это в основном нагрузка ложится на вас. Просьба обеспечить участки соответствующим контролем. Вопросы общественного порядка и вне самих участков. Все это должно быть очень четко проведено. Как бы там ни раздавались какие-то голоса, что, мол, кто-то способствует тому, чтобы референдум не состоялся, это не должно ни в коей мере иметь место. Все наши действия должны быть нацелены на то, чтобы референдум состоялся. Состоялось очередное заседание Кабинета министров. На повестке дня значились более 20 вопросов. Большая часть из них касалась утверждения новых положений министерств и выделения земель под строительство санаторно-курортных объектов. Репортаж Амрамичба. На очередном заседании правительства при утверждении положения о Министерстве сельского хозяйства премьер-министр Артур Никваби подчеркнул, что нужны целевые программы по сельскохозяйственным отраслям. Средний класс – основа функционирования государства, подчеркнул глава правительства. То, что мы называем Анхаюв по-абхазски, это представитель среднего класса. Если мы с вами в этом направлении будем двигаться и будем иметь успехи, то мы создадим условия хорошего функционирования нашего государства. Основу тех собственников, на которых можно опираться и продолжать строить государство. В этой связи надо начать с отраслевых программ. Министр по курортам и туризму Автандил Гарский, представляя положение возглавляемого им ведомства, сообщил о намерении создания национальной туристической компании, объединяющей 5 экскурсионных бюро и автобазу «Турист». Это, прежде всего, реконструкция, реформирование, это управление, это скорость управления, это контроль, это рентабельность. И хочу обратить ваше внимание на то, что они работали как бы обособленно, самостоятельно, сами по себе, можно сказать. Это 6 отдельных бухгалтерий. Вот, и идея такова, что все это будет подконтрольно.
Кабинет министров утвердил положение о порядке лицензирования деятельности по импорту табачных изделий, промышленной переработки табака, производства табачных изделий, оптовой продажи табачных изделий и ферментированного табака. При этом отмечалось, что если разрешить частным лицам ввозить партии табака, можно столкнуться с распространением контрафактной продукции на прилавках страны. Правительство также утвердило положение о порядке лицензирования деятельности по хранению и оптовой продаже горюче-смазочных материалов. При этом министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квицыня обратил внимание на то, что всем поставщикам необходимо соблюдать условия хранения горюче-смазочных материалов на нефтебазах. Фирме «Вина и воды Абхазии» дано согласие на использование товарных знаков с изображением элемента, схожего до степени смешения с изображением государственного герба Республики Абхазия. Подобный элемент изображен на бутылках нескольких видов коньяка, выпускаемого компанией «Вина и воды Абхазии». Распоряжение позволит ООО «Вина и воды Абхазии» защитить в полной мере свою продукцию на российском рынке. То есть у других производителей, в том числе из других стран, не будет возможности теперь использовать такого рода, скажем, изображения, чтобы выпускать свою продукцию. Это необходимый защитный элемент. Кабинет министров дал согласие на предоставление в аренду земельных участков в Гагарском и Гудаутском районах на строительство санаторно-курортных объектов. Одобрил предложение администрации Гагарского, Гудаутского и Сухумского районов о переводе определенных земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов. На заседании правительства были рассмотрены и другие вопросы. Амра Амичбабислан Джинджолия, Абхазское телевидение. В ходе рабочего заседания Кабинета министров Республики Абхазия премьер-министр Артур Миквабе сделал заявление в ответ на инициативу депутата парламента Алмаса Аджапуа об объявлении главе правительства вотума недоверия. Один из вопросов, он обвиняет меня в коррупционных деятельности по отношению моего сына. Якобы ему создал благоприятные условия, и он является учредителем компании, учредитель компании Абхазская медицинская компания, и они занимаются гемодиализом. Причем являются посредниками в этом случае. Хочу вам сказать, что мой сын не был там учредителем этой компании. Никогда. Дело в том, что эта компания, она известна. Компания английская. Работает примерно с 2010 года здесь. А то, что сейчас создали, и она оказывает услуги больным почечникам, было создано по одной простой причине, чтобы налоги оставались здесь. Это главный вопрос. Причем Абхазская медицинская компания не увеличила тарифы, а сократила их. Сократила, и сегодня, если у нас было 24 больных, государство платило в год 24 миллиона рублей только на медикаменты. Сегодня у нас 36 больных, а тратим 34 миллиона. Причем лекарства цена значительно выросла. Я имею в виду, цена, она в валюте покупается. Хочу вам сказать, что я как премьер-министр ничего не делал для того, чтобы эта компания получила по договору 10 миллионов. Несмотря на то, что они несколько раз ко мне обращались. Эта компания в Великобритании ко мне письменно обращалась: покажите содействие. Единственное, что я просил, в смысле, чтобы лекарства были, чтобы не было, не дай бог. Там был такой период, когда могло это, в смысле, больные остаться без лекарств. И в этой связи я вас прошу это клевета. Мой адрес. Клевета целенаправленная. А все остальные вопросы сейчас я подготовлю и ответим. Поднимались вопросы паспорта, изготовления. Хочу вам сказать, что изготовление паспортов, принятые постановления, были приняты до меня. Более того, это было поручено первому заместителю распоряжением президента. Причем мой или заместитель председателя правительства Шамиль Омарович неоднократно объяснял, как этот процесс происходит. Я не знаю, почему этот вопрос подняли.
И еще раз подняли нецелевое использование, еще что-то. Что такое нецелевое использование? Я вам отвечу. Это прежде всего был принят документ, бюджет уже был принят, а потом началось финансирование этого проекта. Дело в том, что пока готовился проект, не были договора с Госзнаком, были деньги шли на эту программу в рамках, в смысле, обговоренных сумм из премьерского фонда и президентского. Они, кстати, утверждены были бюджетом. Но я опять повторяю, бюджет уже был принят, когда начали финансировать. И нецелевое использование в данном случае – это лукавство. Говорят о том, что мы не провели оптимизацию кадров по указу президента. Я сегодня одному из министров задал вопрос. Мы можем показать график. Мы провели оптимизацию. Но содержание, он еще говорит, что увеличилось. Да, заработная плата увеличилась. Но количество-то не увеличилось. Дальше он говорит, что мы не очень эффективно управляем, видите ли, экономикой. Очень спорный вопрос. Мы поднимаем вопрос о том, чтобы увеличить в 2 раза бюджет. Говорит, что мы не привлекаем инвестиции. Неправда. Я могу долго рассказывать, сколько инвестиций мы привлекаем. Столько инвестиций, я имею в виду часто, в республику не заходило. И последнее. Он не выполняет решение судебное. По самым хамским законам подделаны документы, что Шевченко, живущая в Сухуми, умерла. Он якобы потом купил у второго. Купил не он, а кто-то другой. До сих пор, несмотря на принятое решение о том, что эта квартира ему не принадлежит, он ее не вернул. Есть решение суда нескольких инстанций. И последнее. Не закончено исследование по взрыву этой машины. Время откроется Абхазский институт культуры, сообщает отдел информации МИД Республики Абхазия. Церемония открытия состоится в пятницу, 17 июня. Это первый в Италии и за рубежами институт культуры Абхазии. На церемонии открытия будут присутствовать министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба, его заместитель Кантани и начальник отдела информации МИД Тенгиз Тарба. Предполагаются также пресс-конференции и инаугурация офиса Ассоциации Европа-Абхазия в Риме. На церемонии будет представлен первый номер ежеквартальной газеты «Абхазия сегодня». Принять участие в мероприятии приглашены послы России, Венесуэлы и Никарагуа в Италии. Благодаря эффективному взаимодействию 2 госструктур удалось предотвратить аварию на одной из высоковольтных ЛЭП. Об этом материал пресс-службы МЧС Абхазии. Госкомпания «Черноморэнерго» обратилась в МЧС Абхазии за помощью. На одной из высоковольтных ЛЭП произошло смещение ее основания. Причиной тому стало движение грунта из-за оползня. Мачта же поплывшей ЛЭП была накрепко связана с соседней линией посредством громоотводного троса. Ситуация сложилась серьезная. Саперы МЧС приняли решение демонтировать громоотводный трос путем направленного взрыва. После проведения необходимых расчетов боезаряд был зафиксирован на тросе и прогремел взрыв. По словам специалистов, это был единственно возможный вариант решения проблемы. В противном случае ситуация была чревата серьезной аварией на высоковольтной линии. В конференц-зале «Атриум Виктория» прошел рабочий семинар, на котором были подведены итоги работы врачей из Еревана, которые вели консультации детей с проблемами ДЦП. В течение 3 дней осмотрено около 300 детей. Репортаж Ренаты Шакая. На встрече с ведущими специалистами присутствовали заместитель министра здравоохранения страны Баталкадзе, врачи в области детской неврологии республики. Специалисты из Еревана всего за 3 дня смогли провести огромную работу, делясь своим опытом. Смогли спланировать и скоординировать работу лечебных учреждений с местными специалистами в работе с детьми с ограниченными возможностями. Вот почему появилась уверенность, что начатая работа принесет хороший результат. Данный вид деятельности, эта работа, она комплексная. И здесь, начиная от педагогов и заканчивая узкими специалистами, имеется в виду медицинского профиля, все подключены к этой работе. Поэтому те первые шаги, которые сейчас делает детский реабилитационный центр,
они находят очень широкую поддержку, как вы можете убедиться, не только среди коллег, профессионалов, но и среди общества, общественных организаций. С удовольствием откликаются помочь в этом плане. Подводя итоги работы в Сухуми, врач из Армении Асмик Даниэлян отметила, что общее лечение детей было организовано хорошо, но вместе с тем она особое внимание уделила методике лечения и диагностики заболеваний. За 3 дня удалось осмотреть около 300 детей с разными патологиями. Помимо осмотров ребятишек с проблемами опорно-двигательной системы, с перинатальной патологией, эпилепсией, удалось провести консультации. Было осмотрено много детей с аутизмом. Ну, проблемы, конечно, тут есть. Было очень много детей с ДЦП, которые лечились и вот по месту жительства. Многие выезжали в Сочи, в Краснодар. И общее лечение было, в принципе, организовано достаточно хорошо. Но были некоторые моменты в подходе, в методах лечения и к подходу диагностики этих заболеваний. Проанализировав ситуацию, армянские врачи отметили, что готовы разработать программу дальнейшего сотрудничества с Международным фондом ОПСНы, чтобы направлять в Армению тяжелобольных детей, а также отправлять абхазских врачей на стажировку в медицинские центры Еревана. Рената Шака, Алексей Гухова, Абхазское телевидение. Впервые за полвека Русский театр драмы и комедии Карачаево-Черкесской республики начинает гастроли в Абхазии. Театр покажет в Сухуми 2 постановки «Боинг-Боинг» и «Приезжала бабка в город». 17 июня на сцене Абхазского драматического театра имени Самсуна Чанба состоится показ спектакля «Боинг-Боинг» по пьесе Марка Камалетия. Впервые комедия была поставлена в 1960 году. Пьеса вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая часто исполняющаяся в мире французская пьеса. Она поставлена в 60 странах мира. Начало показа в 19:00. Стоимость билета 300 рублей. 18 июня в 7 вечера на сцене Абхазского театра будет показан спектакль «Приезжала бабка в город» по пьесе Юлии Тупикиной. И в завершении выпуска, как всегда, о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью местами возможен слабый дождь, но без осадков. Температура воздуха ночью 18-20, днем 26-28 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.